Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Развитие двухсторонних отношений. Вы для нас очень уважаемые гости. Ваше присутствие для нас очень важно. Рамзан Кадыров и посол Арабских Эмиратов в рамках Кавказского инвестиционного форума обсудили перспективы сотрудничества между регионами. События года. Идут работы, идут встречи. Я очень доволен. В Грозном стартовал Кавказский инвестиционный форум. Смотрите в нашем выпуске, как прошел первый день экономического мероприятия. Тепло в каждый дом. Один из самых высоких уровней газификации в стране. И самое главное, стопроцентное исполнение поручения президента. В Шейх-Мансуровском районе подключили газ к домовладению многодетной семьи. Как прошло событие, расскажет наш корреспондент. В регионе стартовал Кавказский инвестиционный форум. На экономическое событие собрались более 4000 участников из России и зарубежных стран. Свою первую встречу в рамках форума Рамзан Кадыров провел с высокопоставленными представителями Объединенных Арабских Эмиратов, чрезвычайным и полномочным послом арабской страны Мухаммадом Ахмадом Султаном Исой Аль-Джабером. В ходе беседы обсудили перспективы сотрудничества между Эмиратами и Чеченской Республикой в сфере инвестиций, торговли и экономического развития. Гость передал самые теплые пожелания от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бен Заеда Аль-Нахаяна. Выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие сотрудничества между субъектами. Уважаемый дорогой наш брат, господин посол, мы рады вас приветствовать. Спасибо, что нашли время приехать на наше мероприятие, Кавказский инвестиционный форум. И я думаю, что у нас есть о чем говорить. Ваше руководство, нашего старшего брата, шейх Мухаммада бен Заида, очень много делается для мирового сообщества в целом и для нас тоже. Поэтому вы для нас очень уважаемые гости. Ваше присутствие для нас очень важно. Спасибо, что нашли время и приехали к нам в республику. Спасибо большое, уважаемый Рамзан Ахмадович, наш дорогой брат. Во-первых, хотел передать добрые пожелания, наилучшие приветствия его высочества шейха Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Также приветствие вице-президента шейха Мансура бен Заида Аль-Нахаяна, вице-премьер, руководитель аппарата президента ОАЭ. Для нас очень важно сегодня принять участие на Кавказский инвестиционный форум. Как вы знаете, что мы ожидаем тоже небольшую делегацию из Абу-Даби по поручению шейха Мухаммада бен Заида Аль-Нахаян, президента ОАЭ. Это свидетельствует его уважение к вам лично, заинтересованность в укреплении двусторонних отношений с Российской Федерацией, в частности, с вашей дорогой республикой. Мы очень ценим наши отношения, дружбу между двумя странами и лично между вами и вашим братом шейх Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян. Спасибо еще раз, что вы нашли время принять и лично меня. Будем сегодня работать здесь, в Грозный, проведем ряд встреч и будем надеяться, что мы добьемся значительных результатов. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое.
Следующую рабочую встречу в рамках Кавказского инвестиционного форума Рамзан Кадыров провел с послом государства Катара в Российской Федерации Аль-Тани бен Насером бен Джасимом. Почетный гость передал приветственные слова эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани. Посол признался, что приятно удивлен позитивными преобразованиями столицы республики и красотой всего региона. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что взаимодействие двух стран благоприятно скажется на развитии как Катара, так и Чеченской Республики. Поблагодарил уважаемых гостей за их визит и внимание. شكرا فخامة الرئيس، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. سلام وشيا بتشهية ديالريس خلفنا تانصت يلا ترنا سوتش أو خسرة توقزين. كذلك بعد تحية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لك شخصيا. أمير كتارو دايتين خلدولية حلوق سلام مارشال هذا لا بوربوسونا. تربطنا علاقات ممتازة مع روسيا الاتحادية وعلاقات ممتازة كذلك مع جمهورية الشيشان الصديقة. هم خارتخنا كتارنا رسينا يق أحيا جينا الحدوشية تركيا جلودو اشتقاستنا يا رسي شوحية نقطة ريسبوبليكيتي تركيا جلونشتو. وأنا سعيد بهذا وجودي هنا في أول مرة في الشيشان وسعيد في هذه البلد الجميلة. تخنا دحرين وصو نقطة شو نو أستيب خز نقطة شو يسون خدات اليوش خزيرة جنيا ترسينا أو خز مخبوشو. وشاكر لكم على هذا حسن الضيافة والكرم من جانبكم. ديكت لا ترنا تاق بيمبولير منية هون بركل على أرسون. كما تعلم سعادتكم صاحب السمو الشيخ تميم تربط علاقة ممتازة مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين. هم خاطرنا أمير كتاري شيخ تميمية جوه جلودو رئيس بريزيدنتية بوتين. كان هناك اللقاء في أستانا، كان لقاء الحمد لله كان لقاء من اللقاءات المميزة واللقاءات الطيبة والجيدة. تحرية تشكر على شيء كازاخستان هو شرط كتيرية تاني قاحية خز بالقناة بعد آخر. وشاكر لكم مرة ثانية وأتمنى تكون الزيارات المتكررة إلى جمهورية الشيشان الجميلة. تخن صدق حلي والله هي أصدقائي ديوخي وزي يوخي حواري شيء دخل. إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. بركة الله. Руководитель субъекта также провел встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Федеральный чиновник отметил эффективно проводимую работу министром региона по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым и своим первым заместителем Одессом Байсултановым. Уважаемый Рамзан Ахматович, спасибо за приглашение. Прекрасная организация форума, мы уже поработали сегодня. Вчера удалось посетить казино «Ам». Прекрасная база отдыха и спорта. Уверен, что она получит новое дыхание. Потому что все к этому есть. И география, и климат, и крепкая рука руководителя. Мы смотрим в эту сторону. Это хорошо. Если вы смотрите, значит будет новый импульс. Также хочу отметить тоже крепкую руку министра спорта республики. Мы уже второй день с Ахматом Рамзановичем проводим. Ну и отдельно, конечно, это первый заместитель министра Одесса Хасаевича Байсултанова, мой верный помощник, заместитель, очень крепкий государственник. Поэтому вы, уверен, гордитесь таким сынами чеченского народа, а мне это в помощь. Спасибо за такую оценку. Я думаю, что они вас не подведут, не подводят. У них задача вам помочь, быть верными помощниками, служить нашему государству, развивать спорт, быть государственными деятелями там. И государственными, я уверен, что приход руководства Министерства спорта, ваш приход будет определить будущее развитие спорта. И мы надеемся, что, как вы сказали, вы будете смотреть на нашу сторону, начиная с казино «Ам» и дальше. И спасибо, что приехали в республику, сами посмотрели,
убедились, что есть у нас перспектива развития. И спасибо, что поддерживаете нас. И мы со своей стороны будем стараться быть верными помощниками, товарищами, друзьями, братьями во всем там, что от нас зависит, будет сделано. Спасибо еще раз. Спасибо, Рамзан Ахматович. В рамках дегазификации подключили к газораспределительным сетям дом многодетной семьи в Грозном. К радостному событию присоединились Рамзан Кадыров и заместитель председателя правительства России Александр Новак. Материал с места события подготовил Турпал-Али Тайсумов. Семья Хасахановых построила уютный дом, который, по их словам, полон счастья. У них 4 детей, с ними также живут родители. Финальным аккордом стало подключение газопровода к домовладению. Заявку они подали 1 июля, а спустя 2 недели голубое топливо было проведено в дом. Ваха Хасаханов признается, что их сильно удивила оперативность выполненных работ. Хорошая помощь. Спасибо, кто помог Газпрому, нашему главе Рамзану Ахмаду Кадырову за оказанную такую большую помощь. От нашего руководства хорошее всегда можно ожидать в любое время. Со словами поздравлений к семье приехал глава субъекта Рамзан Кадыров вместе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. Федеральный гость поздравил руководителя региона за большие успехи в программе газификации населения, объявленную президентом России Владимиром Путиным. Хочу сказать, что программа газификации Чеченской Республики 21-25, она амбициозна. Протяженность межпоселковых газопроводов 410 километров будет построена в ближайшие годы. И внутрипоселковых газопроводов 1100 километров. Мы приняли ваше предложение, Рамзан Ахматович, по строительству газопровода к горнолыжному всесезонному курорту Бедучи. Также очень важным для себя считаем проект газификации Галанчушского района. Вот там целая серия населенных пунктов будут газифицированы. Эти работы продолжаются в сложных условиях горной местности. Подчас компания наша, генподрядная Кирос, ведет работу вручную, потому что технику не загнать. Но уверен, что в короткие сроки мы с этими задачами, газовики Чеченской Республики с этими задачами справятся. Чеченская Республика в лидерах под номером 1 по программе догазификации, которая была объявлена президентом Российской Федерации, догазификация в газифицированных населенных пунктах, и потенциал этой работы еще достаточно большой. И очень важно, чтобы каждый, кто хочет, получил газ в пользование, потому что сегодня жарко, но бывает в Чеченской Республике холодно. Мы знаем, когда и мороз, и снег. И, в общем, давайте я добавлю пару слов. Рамзан Ахматович, хочу поблагодарить вас, вашу команду, правительство, поскольку действительно республика уделяет особое внимание газификации, тем, чтобы к жителям пришел газ, надежный, дешевый источник энергии. У вас один из самых высоких уровней газификации в стране. И самое главное, 100% исполнение поручения президента по догазификации социальной. Поэтому республика на первом месте. И 11 405 объектов исполнено до границ участка, и все они подключены. Такого у нас нет, у нас в среднем по стране где-то 60%, а у вас 100%. Поэтому хочу от правительства сказать большое спасибо, что вы лично уделяете. Спасибо. Рабочие «Газпром» газораспределения Грозный, которые трудились над всем процессом, находятся здесь. Повернув кран, тепло было запущено в дом. Газовики Чеченской Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Не прячьтесь, выходите сюда. Выходите сюда к людям. А где включать дом? Бисмиллах, да. Зайдя в дом, они порадовали семью не только словами, но и подарками, цветами для женщин и игрушками для детей. Это тоже детишки вам. Привет. Давайте посмотрим. Президенту Рамзану Ахматовичу, президенту
России Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо вам большое. Президент поставил задачу. Все, Рамзан Ахматович все исполняет. Проверка оборудования показала, что газ будет идти бесперебойно. На этом подарки для домовладельцев не закончились. Прибывшие в гости чиновники вручили сервиз для чаепития. Позвольте, я коротко. В Петербурге, теперь штаб-квартира «Газпрома», в Петербурге есть императорский фарфоровый завод. И вам на память о сегодняшнем визите вот чайный сервиз для того, чтобы пить чай. Это, кстати, самый традиционный узор петербургского фарфорового завода. В этом Кремле, то есть. Гендиректор «Газпром» Межрегионгаз Грозный Анвар Личхаджиев отметил, что семье оказана вся необходимая поддержка, а топливо проведено качественно и своевременно. В знак признательности за заботу Хасахановы также приготовили сюрпризы на память уважаемым гостям. Хотелось поздравить вас. Спасибо вам. Я знаю, что не принято вам, вы прячетесь. Чтобы увидели, кому газ подключить. Хозяйка, учительница, парень тоже работает, тоже хорошая семья, 4 детей, достоин, да. Желаем самого наилучшего. Дай Бог, чтобы все было. Вам подарки от семьи. От хозяина семьи, да. Спасибо. Перед уходом Рамзан Кадыров вместе с чиновниками попрощался с собравшимися жителями, в том числе и старейшинами. Спасибо за все. Доброго здоровья всем. Чеченская республика в числе лидеров по реализации программы снабжения голубым топливом. Согласно статистике, с момента ее старта от жителей Грозного принято 12 070 заявок на подключение. В рамках реализации программы развития газоснабжения регионов в нашем субъекте с 2021 по 2025 год газификация домовладений и квартир составит более 45 000 единиц. Турпал Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. В рамках форума у Рамзана Кадырова также прошла встреча с советником президента Российской Федерации Антоном Кобяковым. В ходе беседы стороны обсудили ход проведения масштабного мероприятия с участием делегаций из более чем 50 стран. По словам федерального чиновника, это все повод для гордости, ведь ранее подобного не проводил никто. Рамзан Кадыров, в свою очередь, выразил признательность за высокую оценку, отдельно рассказав о том, что есть план сделать Грозный центром подобных мероприятий и в будущем проводить международные форумы с еще большим размахом. В беседе также принял участие Абубакар Эдельгириев, помощник Владимира Путина. Так, мы сейчас прошли по городу, там по Арбату с зонтиками прошли, зашли, посидели, так сказать, смотрели, как люди живут. Вот. Очень большие ожидания. Вежливые все. Прям культура быта на фантастически высоком уровне. Такого ощущения, что находишься в состоянии душевного покоя. Люди очень доброжелательные. Ну и, конечно, там через каждое слово Рамзан. Ну, вообще, в общем взять, все довольны организацией, и говорят, что не ожидали за такое время, что будет организовано на таком высшем уровне. Там люди там говорят, что даже сам Букар, он говорит, я в многих форумах бывал, но говорит, у нас лучше организован там и во всех местах там. Спасибо. Залы лучшие. Я вчера пришел, просто
фантастические залы. В Дубае такого конференции не было, нигде не было. Мы в Британии были, в Глазго были, в Лондоне, но таких залов нигде нет. Очень фантастический, значит, здесь комплекс. Я думаю, что многие иностранцы, у нас здесь собралось 50 представителей 52 стран. 52 страны приехали. Это большой успех. Большой успех. Многие позавидуют. Позавидуют так доброй завистью, потому что же все начинается с головы. 2 зала строим больших, там правительство, рядом гостиница и больших 2 зала, прям большие залы, там, как в Узбекистане. Там. И там можно будет проводить любые мероприятия, там, вот, даже больше, чем этот зал, который есть там. И этот зал там можно раздвигать, там, как мы... Как трансформер. Да, трансформер. Вот, тогда там можно будет любые мероприятия проводить там. И там рядом будет гостиница, чтобы гостей размещать там в таких уважаемых прямо 10 метрах, там, 20 метрах от зала. Рядышком. Рядышком, чтобы там было там. На следующем году у нас будет заготовлено. И не сейчас, вот как сейчас, там, чтобы не бегать там. Но улучшения, я так понял, что вам улучшения понравились. То, что сделали там вашей, так сказать, этот небольшой, мне кажется, неплохо получилось. Можно на следующий, если... Свой акцент такой получился. Я хотел бы обратить внимание, чтобы пока не упустить мысль. Дело в том, что нацеливаемость была, Рамзан еще раньше говорил, что вот когда вот этот север-юг, когда начнет работать, дело в том, что вот летать в Питер, в Казань, с Ираном вообще неподручно. Когда вот эти границы, иншалла, откроются, вот эти форумы будут заполнять просто Иран. Тут на дороге, тут ехать до Ирана 800 километров. Я быть на 60 принципе, надо съездить туда. Сейчас, но в Баку 40 и лететь, да. Лететь там, да. По дороге можно просто по автомобилю ехать. Когда этот север-юг, когда дорогу сделают, когда границы откроют, и неудобно же в Москву через несколько пересадок. Мы знаем, даже в Казань лететь, в Питер лететь, с одного аэропорта, другой. Это самый большой бич, когда вот на уровне предпринимательства, среднего предпринимательства разговор идет, и говорит, очень трудно у вас в аэропортах двигаться, передвигаться, потому что русский язык никто не знает. И вот эта площадка, как раз можно чисто сделать акцент на как раз вот этот транспортный коридор север-юг и приближение. Азербайджан, Иран, Пакистан, Центральную Азию. Вот здесь вот это сделать, потому что ментальность одна, мы знаем, как с ними. Но вы знаете, что я отметил? Значит, очень, вот может быть повторюсь, но это прям бросается в глаза, очень доброжелательные все лица. Открытые, доброжелательные и очень такой комфортный язык общения. То есть люди, не смущаясь, обсуждают там всякие какие-то темы, там, значит, злободневные, но открыто и доброжелательно. Это очень бросается в глаза. Инновационная площадка в Грозном стала поводом объединения и сотрудничества большого количества стран и республик. Здесь велись переговоры и заключались соглашения, касающиеся разных направлений жизнедеятельности. Большой интерес к событию проявили иностранные гости. Что происходило на экономическом мероприятии, поделится Валентина Гусевская. Павильон «Стройкар Экспо» стал одной из площадок проведения Кавказского инвестиционного форума. Пространство комплекса разделили на несколько зон. На территории конференц-залов обсудили вопросы предпринимательства, туризма, агропромышленности и многих других. Опытные эксперты областей поделились полезными советами. Молодые предприниматели, какие бизнесы они развивают, что вы видите, какие тенденции по вовлечению в предпринимательскую деятельность вам видны? Посетители также узнали секреты ведения бизнеса на круглом столе «Поддержка молодежного, женского и семейного предпринимательства». Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Олег Макаров отметил, что больше половины молодежи страны заинтересованы в открытии собственного бизнеса. СКФО в этой части, да, и Чеченская республика – одни из центров сейчас в плане именно роста возможного
Мы видим, что развивается туристический кластер, вокруг этого создается сервисная инфраструктура, это и гостиницы, там точки питания, точка обслуживания, да, там какие-то сервисные подразделения. Вот это, наверное, в первую очередь относится к классическому бизнесу сейчас. И, как показывает практика, ну, где-то вот порядка 70%, то есть абсолютное большинство сфер, в которых бизнес создается, это такое классическое предпринимательство. Кавказский инвестиционный форум имеет международное значение. Для удобства иностранных граждан при входе в конференц-зал здесь предусмотрены приемники для перевода с русского языка на английский. В этот день в Экспо были подписаны десятки знаменательных договоров. Одним из них стало трехстороннее соглашение о сотрудничестве при выполнении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Организация пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань-Грозный». Его подписали начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов и председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Слестенин. Движение поездов обеспечат на участке протяженностью 85 километров между двумя регионами. Подписывается соглашение о сотрудничестве при выполнении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Организация пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань-Грозный» с учетом восстановления железнодорожной линии Слепцовская-Грозный и реконструкции участка Назрань-Слепцовская. Соглашение подписывается между правительством Чеченской Республики, правительством Республики Ингушетия и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги». Посетил Кавказский инвестиционный форум заместитель председателя правительства России Александр Новак. Он отметил, что форум – это площадка для привлечения инвестиций, новых проектов и стартапов. За реализацией строительства будут следить ежегодно. Я хочу поздравить также наших хозяев выставки, правительства Чеченской Республики, руководство Чеченской Республики, потому что это первое соглашение, подписанное в Грозном на втором Кавказском инвестиционном форуме. Ради этого, в принципе, и форумы проводятся, потому что для того, чтобы здесь могли реализовываться и начинаться новые стартапы, новые проекты, привлекаться инвестиции. И я хочу всех с этим замечательным событием поздравить. Уверен, что будем ежегодно следить за реализацией этого проекта и достигнем цели по строительству этого замечательного кластера. Самая главная задача этих форумов – это общение. Общение в формате взаимных направлений, интересных для наших субъектов по развитию экономики, по развитию социальной сферы, ну и, безусловно, обмен опытом, обмен мнениями. Ведь 7 северокавказских регионов плюс наши гости, но нас мало что отличает друг от друга. Мы все очень близки и все очень понятливы друг другу. Но тем не менее мы должны встречаться, искать новые направления, новые пути, новые подходы к тому, чтобы Северный Кавказ продолжал развиваться. Гостям удалось почувствовать атмосферу Кавказа в зоне стендов регионов. На выставке Чеченской Республики уделили внимание строящемуся району имени Владимира Путина, а также спроектировали макет будущего международного аэропорта в Грозном. Масштабы, конечно же, беспрецедентные, хотя мы их и ожидали, но тем не менее они нас очень радуют сегодня. Многие наши недруги, скажем так, и люди, которые сомневались, что мы сможем провести на высоком уровне сегодняшнее мероприятие, я думаю, убедились в том, что нам посильна любая задача, которую ставит наш уважаемый глава, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. На стенде Чеченской Республики сегодня выставлен макет самого прекрасного аэропорта в мире имени первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, аэропорт Грозный. Он является также прорывным проектом в рамках поручения председателя правительства Российской Федерации. Общая стоимость проекта на сегодняшний день более 36 миллиардов рублей. Большая часть инвестиций уже вложена. Я думаю, в ближайшее время мы с вами будем наблюдать запуск и открытие нового аэропорта. Партнеры форума также приняли активное участие в мероприятии, привлекая гостей к своим стендам. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Делегаты из более 50 стран приехали в Грозный, чтобы ознакомиться с инвестиционным потенциалом Северного Кавказа. Гости отметили, что Чеченская Республика стала для них приятным открытием и самым интересным местом для открытия бизнеса. Адам Магомедов пообщался с потенциальными инвесторами. Мы находимся у главного входа на форум КИФ-2024. Именно отсюда заходят все участники. Они со всего Северного Кавказа, России и даже из-за пределов есть инвесторы, бизнесмены. Выбран очень удобный способ передвижения на мини-карах. Всех доставляет до нужного места назначения. Здесь всего несколько корпусов, и поэтому, чтобы не приходилось преодолевать большую дистанцию, каждого лично довозят до места назначения, где будут проходить их мероприятия. Одним из самых ярких моментов форума стала презентация проектов от участников из далеких стран, которые впервые побывали в регионе и были поражены его красотой и гостеприимством. Прежде чем посетить Чеченскую Республику, я услышал немало различных негативных слухов, которые были разбиты, как только я вступил на чеченскую землю. Субъект развивается во всех аспектах. Я хочу отметить не только его экономическую привлекательность, но и неописуемую красоту природы, различных городов и доброжелательность граждан. Особое внимание на форуме уделяется сотрудничеству между Чеченской Республикой и африканскими странами. Представители региона делятся своим опытом и знаниями, что помогает установить тесные и продуктивные отношения между сторонами. Это обещает совсем скоро принести свои плоды. Впервые в Чеченской Республике проходит такое, очень масштабное мероприятие, которое объединяет, скажем, людей из 50 стран мира. Это очень важно для нашей республики. Не стоит забывать о долгосрочных отношениях между Россией и Китаем, которые укрепляются с годами. Обе стороны инвестируют в экономику друг друга, получая максимальную отдачу. Чеченская Республика принимает в этом активное участие, поддерживая китайские предприятия. Город Грозный, правда, очень красивый. Я тут впервые. И очень добрые люди в нем живут. Сам форум хорошо организован. Здесь все продумано для удобства гостей. Мы будем здесь и завтра. Надеемся наилучшим образом представить свою продукцию. На фоне Кавказского инвестиционного форума можно увидеть яркие примеры успешной дружбы между регионами и странами. Эти отношения способствуют развитию экономики, культуры и обмену опытом, что только улучшает международные связи. Адам Магомедов, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Пленарное заседание «Большой Кавказ от моря до моря» стало одним из масштабных мероприятий в рамках Кавказского инвестиционного форума. В нем приняли участие Рамзан Кадыров, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, гендиректор Дома РФ Виталий Мутко, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и основатель группы «Самар» Михаил Гуцериев. Модератором выступил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Повестка мероприятия была посвящена межрегиональному взаимодействию как фактору экономического роста государства. В ходе встречи поговорили о перспективах развития экономики Северного Кавказа и возможной реализации новых инвестиционных проектов. Расширенную версию материала смотрите сразу после выпуска «Вести Чеченская Республика». Рамзан Кадыров продолжает осуществлять заветные желания граждан субъекта в рамках акции. Очередные счастливчики стали обладателем путевок в хадж. Когда отправляются паломники на священные земли, расскажет Медина Мударова. Когда Разит Межидова оставила свое сообщение под постом желаний в рамках акции, инициированной главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, то и не думала, что ее мечты осуществятся так скоро. Как и другие тысячи пользователей интернета, женщина решила попытать удачу и не прогадала. Теперь она вместе с супругом отправится в хадж. خلا آخر دو اتغل آخر دهت ديل رزق طلع تشو يا زينا كمنتاريتي اشتلا أمبرت خدخ تغيش نتخوشر بالشو مدات شيء شلا غوديش جو أو خنا أستل خردرال يو يا زين اشتخاني أشخنا قنو إلى أسوان كشت خردم تغا أسيازين تشو ال يو شول شتينا سون تشور أتوتر نامري يزر أسيزات دير سيوتين
ديريز خل ألاسنو تو أعطوندا ميلاتشان إشتوي باتشانا ديريز خل تو ميليلوشتك دال ساغ дойл цунизандейла. Заурбек Саламханов, супруг Разит, работает в правоохранительных органах с 2006 года. Отмечен многочисленными ведомственными и боевыми наградами. Мужчина-инвалид первой группы. Он получил серьезные ранения в ходе специальной военной операции в 2022 году. С тех пор проходит лечение в Аргунском реабилитационном центре. Признается, не думал, что возможность отправиться в священные места для него предоставится так скоро. يخشر 25 года حيث ضويت لشيش على إبادر كنسارة أسبال دقيقينات دول بالك ديش تا دقاه دوت صد تري دوت شاطة حان نستلهم دو دلزخل صندال ساعدو سوميل يلوشدك. У супругов 3 детей, 1 мальчик и 2 девочки. С момента, как пришли хорошие вести, в семье Саламхановых чемоданное настроение. Счастьем переполнена и мать Заурбека Самарт. هاغونسنا أستغلش هرتج عليه لرواتر داخ هرنا أستغلش سونا سبورتر داخ إتسون إكيختلوش داخ ملحتشنا ديريز على سون ويكوغل هوتشنا ديريز على لاسون دال أتو بول مسيري هاغونسن هسن لجينشيري دال أتو بالاسون داقتانا دال ملعونا أستغل دوخ أسون هاغيج أو تيرجن بيشبو. Путевки на священную землю Саудовской Аравии передал помощник муфтия Чеченской Республики Имран Салимов. Заурбек и Разит отправятся в хадж в следующем 2025 году. Теперь список отправившихся в священные места пополнится на еще одну семью. Стоит отметить, что региональный общественный фонд регулярно оказывает финансовую помощь для совершения умры и хаджа жителям Чеченской Республики. Для них создаются все необходимые условия. Медина Мударова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Ряды вооруженных сил пополнят патриоты со всей страны, в том числе и чеченцы. Бойцы прошли ускоренный курс тактической и огневой подготовки на базе Российского университета спецназа. Обучал их высококвалифицированный инструкторский состав. Все новобранцы обеспечены современным вооружением, экипировкой и всем необходимым для несения полноценной службы. Всем необходимым бойцов обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проводить их прибыли официальные лица. Молодые люди, которые проходят службу в пограничном управлении ФСБ России по Чеченской Республике, в рамках учений провели теоретические и практические занятия в непривычных для них условиях. На месте побывал наш корреспондент Турпалали Тайсумов. Молодые ребята впервые видят горы. Для них открывается новая атмосфера огромной высоты. На базе пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Чеченской Республике они будут проходить службу в период 1 года. Первый выход на плац сопровождается приветственной речью начальника учебного центра. В ней он отметил, что во все времена служение Отечеству и защита ее границ была важнейшей задачей военнослужащего. Беззаветная преданность Родине, самоотверженное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и мастерство всегда отличали сотрудников органов безопасности Российской Федерации. Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которые Родина доверяла только лучшим своим воинам. Честь и достоинство, несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу, готовность к самопожертвованию были и остаются отличительными чертами. Будущие пограничники поделились первыми впечатлениями от увиденного. По их словам, сбор в Ростове-на-Дону был волнительным, но прибыв на место дислокации, стало гораздо спокойнее. Служить и защищать они готовы все как один. Все очень радовались, смотрели такие пейзажи, мы никогда не видели. Очень красиво. В целом все вот устраивает. Самое главное не бояться и быть в себе уверенным. Перед размещением проходит медицинский осмотр всех прибывших. Затем они отправляются в расположение части, где приступают к распаковке личных вещей. Там имеется все необходимое. Есть даже мобильные устройства для связи. Ребята располагаются в казарме в количестве 25 человек. Условия для них приготовлены самые лучшие. А после окончания учебного процесса и принятия присяги они станут настоящими защитниками государственной границы.
Как отмечают в управлении ФСБ по субъекту, вся работа проводится в рамках закона о прохождении пограничной службы по призыву. Как оказалось, в ней есть свои преимущества, как для призывников, так и для членов семьи. Верховный главнокомандующий Российской Федерации Путин Владимир Владимирович подписал закон о прохождении военной службы по призыву в пограничной службе ФСБ России. С июля 2024 года пограничное управление ФСБ России вновь комплектуется военнослужащими по призыву. Срок данной службы составляет 1 год. Основными преимуществами прохождения военной службы по призыву в пограничных органах является возможность заключения контракта через 3 месяца прохождения военной службы, возможность поступления в образовательные организации ФСБ России, прохождение военной службы исключительно на территории Чеченской Республики. Супруге военнослужащего предусмотрено ежемесячное пособие для ребенка. От кандидата требуется гражданство Российской Федерации, отсутствие близких родственников, постоянно проживающих за границей, отсутствие судимости, образование не ниже среднего общего, годность по профессионально-психологическим качествам и здоровью. Первые 3 месяца военнослужащие по призыву проведут в учебном центре в Итум-Калинском районе Чеченской Республики, где специально к их прибытию произвели ремонт жилых помещений и оборудовали учебные классы. По окончании учебного процесса и принятия присяги военнослужащие будут распределены и направлены в отделение пограничной заставы, непосредственно охраняющие государственную границу Российской Федерации. До прибытия новой группы солдат здесь уже освоились предыдущие. Они проходят теоретические и практические занятия. Как признаются, места красивые, а удобства такие, о которых даже не думали. Я думаю, товарищи мои со мной согласятся все. То, что тут условия даже более чем комфортные. Наши старшие прапорщики нам всего учат, рассказывают, следят за нами, делают все возможное, наверное, чтобы мы могли научиться и передают свой опыт. Те, кто уже освоились, проходят строевой марш под патриотическую армейскую песню. И это на фоне горной красоты. Солдаты, в путь, 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 а для тебя, родная, здесь почта полевая, прощай, труба зовет. Чтобы быть сильными не только духом, но и физически, армейская столовая обеспечивает всех 3-разовым горячим питанием, причем самым разнообразным. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Сайцели Мампукаев. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.